Как могли пронести оружие в этот техникум? Как? Как они могли это пронести? То есть это все позволили. Почему? По халатности. Это халатность. В наше время сейчас то, что происходит, сейчас и сегодня, это халатность произошла просто. Все должны были обеспечить безопасность прежде всего детей, потому что дети – это самое больное. Это самое больное, почему можно ударить нас всех. Если мой сын не выжил, я хочу убедиться, что... Просто в этом хочу убедиться. Владислав, 19. Только исполнилось 19 лет. А я ему звонила. Гудки шли. А потом начали глушить связь, и здесь нельзя было дозвониться. Мы не думали, что это реально все происходит, мы думали, это учение, как всегда, не собирались даже выходить. И когда мы увидели то, что там кричат, и мальчика несли уже, и когда вышли и увидели мальчика лежащего, тогда уже начали все бежать, просто бежать. Раздается взрыв. Мы поначалу не поняли, что это было. Вроде бы, этот взрыв как будто в воздухе завис там буквально на 2 секунды. Поднимается облако коричневого дыма, начинают кричать дети, начинается истерика. Я бегу к корпусу, потому что мне нужно найти свою группу. Дети сидят раненые, они в панике. Девочка одна, которой я преподаю, она сидела, ничего не видела, ее просто контузило. Преподаватели начали выносить маты со спортзала, начали переносить раненых, дети начали друг друга переносить, сотрудники выпрыгивали со 2-го этажа. Услышали очень сильно, что что-то взорвалось у нас в кафе, просто стекла затрусились. Мы вышли к дороге и смотрим, но дети просто бегут, все в панике, кричат. Выстрелы были хорошо слышно, минуты 2-3 это точно стреляли. Через буквально минуты 4-5 начали дети просто бежать в крови. У них и ноги окровавлены, у кого руки, и они просто бегут. Был всегда тихоней, никаких нареканий на него не было, не пропускал занятия. Получил год назад разрешение на оружие, и у него сейчас либо он был в состоянии опьянения, либо какие-то психические отклонения, об этом скажут компетентные органы. Часто видела его, он ходил по техникуму. Он был очень тихим, Не знаю, часто играл какую-то игру, говорят. У меня много знакомых пострадало, у меня подруга не доехала до больницы, у меня вторая подруга лежит сейчас на входе в техникум, и я извиняюсь, но мне пора на опознание. И говорить я не могу, у нас умер близкий сына человек, просто его кума погибла, не довезли до больницы. Горе, которое касается, мне кажется, каждого кирчанина, каждой матери нашей страны. Не дай Бог кому-нибудь такое пережить. Не дай Бог. Пусть будет мир на земле, пусть будут детки наши расти, радовать нас.
Не хочется таких повторений тяжелых. Звонит телефон, мама отвечает, ребенок молчит. Звонит раз, другой, третий. Мама кричит: скажи ты мне хоть слово. Ну, видимо, это такой был шок для всех. Просто это, ну, не знаю, страшная трагедия для родителей, для детей. Потерять в один миг — это очень страшно.